Сборная Кыргызстана по кулату Эртаймаш заняла первое место на международных соревнованиях, прошедших в Иране 11 июля. В боях участвовали борцы из 5 стран – Ирана, России, Казахстана, Кыргызстана и Афганистана. Как сообщается, 4 раза подряд чемпионат по данному виду спорта проводится в Кыргызстане, однако организаторы соревнований в этом году решили вывести их на международный уровень. Подробнее об этом виде спорта и о прошедшем чемпионате мы поговорим с президентом Международной федерации кулату Эртаймаш Русланом Кадырмышаевым. Здравствуйте, Руслан. Здравствуйте. Недавно сборная Кыргызстана по Эртаймаш одержала победу на международных соревнованиях в Иране. Насколько сложными были бои? Как вам удалось завоевать первое место? Что касается турнира, это 10-й международный юбилейный наш турнир был, который запланирован в Иране. И на нашем же турнире, который провел кулату Эртаймаш, участвовало 3 наших отечественных бойца. Это Тохтабакиев Нурлан, Самат Эмильбеков и Бусурманкул, Абдибайтулу Бусурманкул. И могу с уверенностью и с гордостью сказать, что из 15 поединков, которые состоялись в Иране, иранские, кроме кыргызских бойцов, участвовали бойцы из других стран, России, Ирака, Ирана и Афганистана. И в основном практически все иранские бойцы, которые выступали против гостей, практически все одержали победу. Но за исключением того, что все наши 3 бойца, которые поехали из Кыргызстана, одержали уверенную победу в первом же раунде. Что касается соперников, соперники были самые тяжелые, самые сильные, и, я так думаю, иранские наши коллеги не хотели проигрывать на своей земле. 4 раза подряд чемпионат по кулату Эртаймаш проходил в Кыргызстане. Что изменилось в этом году? Почему вы решили организовать международные соревнования в Иране? Что касается недочетов, вообще было нашей организации, нашей федерации было очень тяжело, конечно, в первый раз проводить за рубежом, тем более в такой закрытой стране, как Иран. Но это, как называется, мировая практика, где все такие мировые промоушены проводят не только у себя на родине, но и за рубежом. И такую практику мы тоже осуществили, и в принципе результатами, которые мы увидели в Иране, что касается проведения и что касается результатов наших бойцов, мы, честно сказать, очень довольны и думаем, что это было не первый раз. И только на этот год мы планируем провести еще за рубежом, за пределами Кыргызстана, еще 3 турнира. Расскажите, пожалуйста, в чем особенность борьбы у кулату Эртаймаш? Сколько людей в Кыргызстане занимаются этим видом спорта и вообще популярен ли он среди молодежи? Что касается популярности, я так думаю, этот вид спорта на данный момент популярен, один из самых популярных спортов не только в Кыргызстане, но и во всем мире. И я могу с уверенностью сказать, что подрастающее поколение, видя результаты, видя турниры, которые мы проводим в Кыргызстане, такого мирового международного масштаба, у подрастающего поколения, у спортсменов, которые только вступили на путь спорта, появляется такая, вы знаете, надежда и такое желание участвовать в нашем виде спорта. Чем он отличается от других видов спорта? Вы знаете, тем, что он очень зрелищный и у него очень много таких фанатов, как я сказал, не только в Кыргызстане, но и по всему миру. Спасибо за беседу. Напомню, сегодня у нас в гостях был президент Международной федерации по кулату Эртаймаш Руслан Кадырмышев.